день, уважаемые наши подписчики, а также зрители прямого эфира. Сегодня мы поговорим о эффективности налогового администрирования майнинговой деятельности. Спикером у нас выступает Адилов Талгат Мурашевич, руководитель управления администрирования цифровых активов. Талгат, тема именно майнинговой деятельности, она у нас очень острая, много вопросов. Расскажите, пожалуйста, более подробно нам. Здравствуйте, Налпутечка, здравствуйте, Гульджан. Криптоиндустрия на сегодняшний день очень динамично развивающаяся отрасль. В Казахстане за 3 года обеспечено 17 миллиардов тенге. Из них 14 миллиардов тенге мы обеспечили за счет платы за цифровой майнинг. Также нами проводится камеральный контроль администрирования, налоговый контроль. В рамках налогового контроля в течение года нами было обеспечено 11 миллиардов тенге. Нами используются различные источники данных. Хотелось бы остановиться на примерах и на определенных кейсах. По плате за цифровой майнинг мы осуществляем контроль с учетом сведений от энергопередающих организаций, а также по электронным данным, базы данных, то есть электронные счет-фактуры. В рамках него нами было обеспечено свыше 500 миллионов тенге платы за цифровой майнинг. Также был такой кейс, когда мы проводили налоговую проверку по газотурбинам, газопроизводящим организациям, майнерам, которые занижали плату за цифровой майнинг. Там было обеспечено тоже значительные суммы платы. Нами также проводятся проверки по криптокошелькам налогоплательщиков, по занижению доходов, приросту стоимости, неотражению цифровых активов и по соблюдению закона о цифровых активах в рамках налогового кодекса. А именно были такие кейсы, когда налогоплательщики были обязательства реализации цифровых активов в рамках МФЦА, однако они продавали напрямую, избегая эту норму, в связи с чем им был доначислен исключен из вычета корпоративный подоходный налог. Также у нас планируется в связи с принятием нового налогового кодекса и принятием НПА. В рамках НПА нами расширен перечень признанных цифровых активов, которые мы стоимость признаем. Это 114. Данную стоимость используют биржи, майнинг-пулы и майнеры для удобства налогоплательщика. Также мы расширяем большое количество НПА и представляем сведений. Так, биржи цифровых активов мы расширили перечень согласно рекомендации ОСР, так как данные сведения мы будем планируем получать в рамках КАРФа с 2027 года с юрисдикцией, которые вошли в КАРФ, это свыше 60 стран, и также представлять им эти сведения в рамках тех нерезидентов, которые занимаются купли-продажей. Также хотелось бы отметить, что нами изменяются формы 880, это плата за цифровой майнинг. В рамках него мы в приложении добавили отражение майнеров второй категории и также первой категории, которым представляется электроэнергия. Данные сведения будут использоваться в рамках администрирования для корректного расчета платы за цифровой майнинг. Также с января 2026 года юридическим лицам внесены изменения при продаже цифрового актива, будет исчисляться прирост стоимости. На сегодняшний день данные доходы отражаются юридическими лицами в общем обороте. Вот такие небольшие изменения, которые не были внесены в рамках НПА и в рамках налогового кодекса. Спасибо большое. Вы только что сказали насчет поступлений. А какой вообще у нас будет объем поступлений с внесением изменений именно в 2026 году? То есть как экономика у нас увеличится, уменьшится? Да, улучшится? Мы прогнозируем увеличение поступлений, так как если брать статистические данные, то в 2024 году у нас плательщиков платы за цифровой майнинг составляли 52 налогоплательщика. На сегодняшний день они выросли до 80. Стоимость добытого битка составляла в 2024 году 38 тысяч долларов. На сегодняшний день она достигла отметки 120 тысяч. В связи с чем рентабельность добычи криптоактивов на сегодняшний день очень показывает свою положительность, прирост в добыче. В связи с чем мы прогнозируем рост
Также с учетом представленных сведений, кроме майнеров, у нас есть также биржа цифровых активов. Мы наблюдаем и получаем сведения от бирж и видим, что с каждым годом увеличивается рост торгов, то есть при сравнении с темп, каждый год прирост в 2-3 раза вырастает. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, в каких сегментах именно крипторынка, то есть биржевые операции, инвестиции, майнинг, Казахстан видит наибольший потенциал? Ну, как можно заметить, во всем мире многие юрисдикции пытаются регулировать данную отрасль криптоиндустрии. США принимает законы по стейблкоинам. Мы на сегодняшний день мы видим, что большой рост идет именно на торгах, то есть покупки и продажи, на биржевых сделках. Также у нас планируется рассматриваться вопрос в рамках введения обменных пунктов в стране. Мы считаем, что это даст динамику роста в нашей стране. Также, возможно, привлечет инвестиции с учетом того, что также рассматривается принятие токенизированных активов, то есть определенные активы будут токенизироваться и, возможно, покупка-продажа. В связи с чем будут инвестиции, в связи с чем также будет рост налоговых поступлений. Вот интересно такой момент. А как вы вообще контролируете теневой оборот именно криптовалюты, либо каких-то там операций через зарубежные площадки? На сегодняшний день регулирование майнинг-сферы осуществляется за счет майнинг-пулов. Мы получаем сведения в рамках приказа. Каждый месяц мы получаем по количеству добытого. Также мы самостоятельно производим расчет по корректности добычи. В рамках полученных сведений, пулов, мы уже проводили камеральный контроль, который показал свою эффективность и результативность. В рамках него были выставлены уведомления и обеспечены дополнительные поступления в бюджет. Это за счет того, что мы получаем сведения от пулов. Также регулирование осуществляется за счет получения сведений от криптобирж и от участников МФЦА. Мы также планируем, как я ранее озвучил, в рамках КАРФа получать сведения от международных криптобирж по обороту цифровых активов. Но это мы планируем с 2027 года. Спасибо большое. Тогда расскажите, у вас есть ли какие-то проблемы или вы с чем-нибудь сталкиваетесь, если при именно администрировании цифровых активов? Ну, сами цифровые активы, как мы понимаем, что сама крипта создавалась с мыслью уклонения, избежать традиционные банки, быть невидимым для государства. И в связи с чем мы все время наращиваем свою компетенцию, изучаем. Многие программы обеспечения мы работаем с ними и усиливаемся в этом направлении. За счет этого, за счет администрирования и изучения криптокошельков, прослеживания транзакций, у нас уже есть результаты, в рамках которых, в рамках налоговых проверок, мы обеспечили поступление в бюджет. Все, спасибо большое. Можете поделиться о планах именно вашей деятельности, которые у нас будут изменения, наряду с тем, что у нас принят новый налоговый кодекс, что ожидать именно с января 2026 года? Да, как я ранее озвучил, ряд принятых НПА, он сейчас изменяется, мы уже вносим на рассмотрение в рамках данных НПА изменения для юридических лиц расчета прироста стоимости, будет считаться положительная разница. Ну, я вроде все озвучил ранее, которое было. Все хорошо, спасибо. Расскажите про GPT-чат, если такой вопрос поступил. Какие изменения были? Это не крипта, но это налогообложение иностранных интернет-платформ. На сегодняшний день у нас с 2022 года действует налогообложение на иностранные платформы, которые оказывают услуги либо реализацию товаров физическим лицам. В рамках него они обязаны оплачивать 12% Республика Казахстан. OpenAI, который является разработчиком чата GPT, подтвердила об условной постановке в качестве плательщика НДС, в связи с чем зарегистрировался. На сегодняшний день он уже произвел уплату в бюджет и уплачивает налоги в соответствии с национальным законодательством. Спасибо большое.
Так, здесь такой вопрос. Человек поедет на работу за рубеж в 2025 году на 3 месяца по контракту зарубежной компании. И зарплату будет получать в криптовалюте. Полученную криптовалюту переведет на банковскую карту через криптобанк. Скорее всего, не завершенный вопрос, где и как ее отражать, я так думаю. Но плательщик отражает, если у него будет наличие цифровых активов, он обязан отразить 270 наличие цифровых активов с указанием наименования, количества и стоимости. При этом, если здесь был вопрос про налоги, то в рамках того законодательства, где он получает цифровые активы, там должны производиться соответствующие удержания и уплачивать налоги. Это, скорее всего, раз речь идет о 2025 году, декларацию они будут сдавать в 2026 году и там ее отражать. Все верно. Все хорошо. Большое спасибо, что выделили время, рассказали. Я думаю, у наших зрителей, если будут какие-то вопросы, мы сохраним этот эфир, и под этим эфиром можете задать. Всем спасибо, до свидания. Спасибо.